10 важных вопросов от наших телезрителей. Мы продолжаем рубрику, дорогие наши друзья. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать начальник отдела муниципального земельного контроля Комитета имущественных и земельных отношений мэрии города Грозный Муслим Кадыров. Машуа Муслим. Как вы уже слышали, 10 важных вопросов от наших телезрителей. И на них сегодня будете отвечать вы. Постараюсь ответить, конечно. Понятно, да, о чем сегодня пойдет разговор? Да. Готовы? Конечно. Начнем? Начнем. И мой первый вопрос. На основании каких документов устанавливается факт владения и пользования земельным участком? Прошу. Очень важный вопрос. Как собственным, добавим. Да. Право собственности на земельный участок возникает на основании правоустанавливающих документов. Главное понимать разницу между правоустанавливающими и правоудостоверяющими документами, которые часто путают граждане. А бывает такое? Да. Предъявляет, допустим, выписку из ЕГРН и считает его основным документом. Основным же документом, правоустанавливающим документом относится это решение, распоряжение или постановление органов местного самоуправления, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство наследства по закону, решение суда. Вот эти документы и являются правоустанавливающим документом. На основании этих документов возникает право у собственника на земельный участок. Другие документы, которые бы вам не предоставлялись, они не имеют никакой юридической... Не имеют юридической силы для возникновения права. Это технические документы, разрешительные документы. Вот, они о не чем имеют я права, хотел от вас... Есть еще правоудостоверяющие документы. Правоудостоверяющие документы – это документ, подтверждающий наличие права. Это выписка из ЕГРН, или старые у нас были форма документа свидетельства о государственной регистрации права. То есть человек, если у него возникло право, на основании правоустанавливающих документов производит государственную регистрацию своего права. И вот этот документ называется правоудостоверяющим документом. А то, что земельный участок у него находится в собственности, скажем так, 10 лет, 20 лет, 30 лет, но если нет документов... Это уже самовольное занятие земельного участка, если нет документов, да. Хорошо. Да. И переходим к вопросам наших телезрителей. Первый наш вопрос, точнее вопрос от нашего телезрителя. Если нет права устанавливающих документов на землю, имеет кто-либо право строить на нем какой-либо объект? И что может быть с этим объектом, если не будут представлены документы на землю и строительство? Категорически не допускается строительство объекта на таких земельных участках. Мы будем не то, что если у него нет правоустанавливающих документов, но если даже нет разрешительных документов, это уведомление о начале строительства, допустим. Если такой объект построен на таком земельном участке, он классифицируется как самовольная постройка. И решением суда такие объекты подлежат демонтажу, или, проще говоря, сносу. Решением суда? Решением суда, конечно. И это нужно знать всем? И обязательно нужно знать. Прежде чем начать строительство, к сожалению, бывают такие случаи, что допускаются, что потом оформят документы, потом оказывается, что документов на самом деле нет. Хотелось бы рекомендовать, что обязательно после только оформления соответствующих документов, в соответствии с действующим законодательством, только тогда приступать к строительству своих объектов. А то, что уже построен дом или какой-то другой объект, что он уже жилой, нежилой, тут уже... Если нет правоустанавливающих документов, независимо от того, что там дом или коммерческий объект, или другой объект другого назначения, он автоматически без правоустанавливающих документов классифицируется. Незаконная постройка? Да, незаконная, самовольная постройка его называют. Да. Понятно. Да. Продолжаем. Если я не ошибаюсь, использование земли в Российской Федерации является платным. Ну а если долгие годы не платится земельный налог и арендная плата, как тут могут привлечь владельцев участков к ответственности? Правильно. Некоторые собственники полагают, что если земельный участок находится в собственности, то они не обязаны платить за него. Независимо от формы собственности, является ли он собственником, арендатором или землепользователем, в любом случае платить нужно. Это собственники платят земельный налог,
который формируется в налоговых органах, и если он не уплачивается, то будет наложена пени за просроченное время. Да. Но этот вопрос находится в ведении больше налоговой службы, они формируют этот налог и, соответственно, меры... Но сегодня здесь вы. Да, соответственно, Вопрос к вам. Соответственно, и меры, так скажем, и штрафные меры, и пени они принимают, да. Ну, год не платит человек, 2, 3, 4, 5, 10. Ну, если я не ошибаюсь, после истечения 3 лет уже налоговая служба может применять свои штрафные санкции нарушителям. А вот в части, касаясь арендной платы, тут более подробно остановлюсь я. Именно есть у нас договора аренды с арендаторами. Если человек не платит в течение 2 кварталов арендную плату, то орган местного самоуправления имеет право расторгнуть такой договор аренды. И это очень важно знать арендаторам. К сожалению, именно наши граждане после получения документов, договор аренды, там, считают, что они выполнили все свои обязательства и полагают, что можно заплатить там, ну как-нибудь заплатим за этот участок. Нет. Закон предусматривает определенный промежуток времени, за который нужно заплатить арендную плату. Мало того, если даже он не изъят в течение того времени, как я сказал, 2 кварталов, там начислено тоже бывает пени. И размеры пени, хотелось обратить внимание, очень большие. Зачастую пеня даже может превышать основной долг по арендной плате. И начисление пени идет не по месяцам, кварталам, а ежедневно. Ежедневно. Ежедневно, да. Как говорится, в народе капает. Да, ежедневное начисление, это получается, долг как бы возрастает по геометрической прогрессии, поэтому он очень большой бывает. А потом не Штрафные удивляйтесь, санкции. да? Потом приходит арендная плата, люди приходят, удивляются, вот у меня всего такая-то плата, у меня такая пеня. Не стоит удивляться, потому что пеня начисляется ежедневно, поэтому размер пени может возрасти. И рекомендуем арендаторам вовремя оплачивать свою арендную плату. Да. Это еще не крайняя мера, но крайняя мера уже расторжение договора аренды. Если человек не приходит... Это изъятие. Да, это уже изъятие земельного участка. Арендатор уведомляется о необходимости оплаты. И в случае, если не оплачено, арендная лучше плата, до этого не доводить. Да, лучше до этого не доводить, а вовремя производить платежи, как мы ранее сказали, и собственникам, и арендаторам за свои земельные участки, чтобы не доводить до изъятия земельных участков. Я надеюсь, наши телезрители нас видят и слышат. Продолжаем. Помимо права пользования у владельцев земельных участков есть и обязанности содержать землю в надлежащем состоянии, следить и ухаживать за ней. Если этого не делать, собственнику участка могут быть применены санкции? Конечно, могут быть. Начнем с того, что закон предусматривает, в частности, статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации, что собственники земельных участков, не собственники и другие лица имеют некоторые обязательства. В первую очередь, перечислю я все это, использование земельного участка по целевому назначению, защита земли от загрязнения, порчи, У нас есть и такие вопросы. и иных негативных воздействий. Так. Недопущение нецелевого использования земельного участка. Вот такие обязательства есть. Если земельный участок не используется по своему назначению, он захламлен, загрязнен, соответственно, в земельном участке имеется мусор, сухостой, то уже это подпадает под несоблюдение своих обязательств, которые предусмотрены законом. Да. И не только одной этой статьей это установлено, но и другими статьями. И Конституция Российской Федерации, та же статья 42, и пунктом 2 статьи 13 Земельного кодекса арендаторы, собственники, несобственники земельных участков обязаны осуществлять мероприятия по защите земель от загрязнений, от захламления. В случае, если собственник земельного участка, не собственник, он не осуществляет эти мероприятия и привел к тому, что участок захламлен,
то тут же тоже можно дойти до крайней меры, скажем. И то, что утверждение «это мой участок, я делаю все, что захочу», Нет, 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 нет. Но это не пройдет. Если эта данная процедура предусмотрена законом, и это прописано даже в Конституции Российской Федерации, в Земельном кодексе, Гражданском кодексе, как это может пройти? А какие тут санкции могут быть? Санкции могут быть, спрашивает наш начиная от телезритель. штрафных санкций, Так. наложения административных штрафов, потом выдача предписаний об устранении этого нарушения. В случае неустранения этого нарушения вплоть до изъятия. Гражданский кодекс Российской Федерации у нас предусматривает изъятие таких земельных. Закон это позволяет? Да, 284 Предусматривает. статья Гражданского кодекса «Неиспользование земельного участка по своему прямому предназначению». Именно неиспользование земельного участка приводит к захламлению земельного участка. Да. И имеется судебная практика изъятия таких земельных участков. Все К довольно сожалению, серьезно. Да, Все довольно поэтому, серьезно. исходя из норм закона, нужно не только рекомендуем или просим, но обязываем граждан, соблюдайте, пожалуйста, закон. Продолжаем. Как и какой участок земли, расположенный в черте города, может быть признан бесхозным? Вот такой вопрос. Ну, исходя уже из названия бесхозным, мы уже понимаем, что это земельный участок бесхозяйный. Да. Процедура выявления бесхозяйных участков начинается с работы префектуры. Префектура района выявляет такой участок и в 10-дневный срок размещает объявление в средствах массовой информации о необходимости явки такого лица в префектуру для предоставления правоустанавливающих документов и определения своего права на такой земельный участок. Если это лицо не является, то материал направляется в мэрию города Грозного, в частности, именно комитет имущественных земельных отношений, который и занимается учетом постановки на учет таких участков. Муслим, а может быть признан бесхозным участок, допустим, где-то владелец есть, но этот участок, как мы уже ранее говорили, захламлен, там горы мусора, за участком не следят на протяжении нескольких лет, все заросло, портит вид города. Если мы знаем, где находится владелец, то мы уже можем в соответствии с законом применить какие-то штрафные санкции, обязать его. Бесхозным признаются только те участки, Я хотел уточнение. Вот да, такое. где не установлен собственник земельного участка. Как я вот сейчас уже начал, КИЗО мэрии города Грозного помещает, ставит в рекпалате такой участок на учет, бесхозяйный учет. И в течение 1 года и 1 месяца, если хозяин не объявился, то он решением суда мэрии города Грозного его переводит в муниципальную собственность. Через сколько? Через 1 год и 1 месяц. 1 год и 1 1 месяц. месяц после постановки на учет как бесхозяйные вещи. Если в течение этого года хозяин явился, то он регистрирует свое право на такой земельный участок. Но если он не явился, то уже мэрия производит регистрацию на такой земельный участок, и ему придется возвращать свой участок только решением суда. Вы правильно подметили, именно такие участки, если даже мы потом устанавливаем, они и находятся в заброшенном состоянии. Да, чтобы не доводить до этого, опять же, тут нужно вовремя осуществлять регистрацию права своего земельного участка, производить кадастровый учет земельного участка. Понятно. Продолжаем. В каких случаях неиспользуемые участки могут быть изъяты у нерадивых собственников? За что могут изъять земельный участок? Вот такие интересные вопросы у нас сегодня. Вопросы интересные, но такие нам нужны ответы. Актуальные и такие Требующие ответов. актуальных ответов. Да, Прошу. актуальных ответов. Как я уже ранее отметил, собственники земельных участков имеют свои обязанности. И изъятие этих земельных участков именно истекает из того, что собственники, арендаторы не исполняют свои обязанности. Только это приводит к изъятию этих земельных участков. Это неиспользование земельного участка. В каких случаях, вот я вам отвечаю, неиспользование земельного участка по своему назначению, использование земельного участка нецелевое использование земельного участка,
Как я сказал, несвоевременное неприведение или несвоевременное приведение земельного участка в пригодное состояние для использования, загрязнения, захламления. Плюс еще, как мы отметили, уже неуплата налога, арендной платы. Вот эти все действия могут привести к изъятию земельного участка. Согласно закону. Согласно закону, согласно закону. Все прописано четко в законе. Да. 284 статья неиспользования земельного участка Гражданского кодекса указывается неиспользование земельного участка в течение 3 лет, если человек не совершает никаких действий, не использует свой земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования. Да. Вот одна категория земельных участков, которая изымается. 285 статья Гражданского кодекса уже предусматривает изъятие земельных участков, используя не по целевому назначению. Что значит вот, не по целевому Мы сейчас к назначению? этому вопросу дойдем. Хорошо, не будем тогда спешить. подождем. А пока у нас следующий вопрос. Кто принимает решение об изъятии земельного участка? Кто может изъять земельный участок? И как происходит данная процедура? Хотят наши жители знать, что и как. Данная процедура происходит следующим образом. Инициатором изъятия земельного участка, конечно, может быть мэрия города Грозного. Это зависит от формы собственности. Министерство имущественных отношений, территориальное управление. Ну, орган власти могут инициировать. Непосредственно решение по изъятию земельного участка, конечно, выносит суд. Суд является конечной инстанцией изъятия земельного участка. Да. Хорошо. И вот переходим к тому вопросу, о котором вы часто сегодня говорили. Да. Слушаем. А что такое нецелевое использование земельного участка? И могут ли изъять земли, используемые не по назначению? Прошу. Да. Вот тут уже вы можете развернуться, как говорится. Да. Прошу. Ну, нецелевое использование земельного участка. Что это означает? Каждый участок имеет свой вид разрешенного использования. И территория города Грозного у нас зонирована, где четко указано, в какой зоне, какой вид деятельности разрешен. Если собственник земельного участка использует земельный участок не в соответствии с видом разрешенного использования, то земельный участок может изъять, как я сказал, статья 285 Гражданского кодекса, изъятие земельных участков по нецелевому назначению. Приведу пример. Прошу. Допустим, у вас земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Вы на нем оформляете коммерческую деятельность. Конечно, тут нужно привести вид соответствия. Заявлен дом, Да, заявлен дом, а на самом деле, допустим, магазин там. Или же даже если это коммерческий земельный участок, если даже осуществляется коммерческая деятельность, продовольственный магазин, допустим, в документах, а на самом деле там СТО или заправка, или какой-нибудь объект, который тем более еще наносит вред в почве, загрязнение, это негативное воздействие на почву, это тоже является нецелевой использованием. То есть вид, который предусмотрен зонированием территории и предусмотрен в православном документе, все должно для использования соответствовать. должно соответствовать. Для этого очень внимательно нужно следить за своими документами. И если вы собираетесь изменить свою деятельность на своем земельном участке, то обязательно нужно привести в соответствие вид разрешенного пользования. Эта процедура осуществима, нужно просто обращаться в соответствующие органы и проводить документы в порядок. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. У меня 2 последних вопроса от наших телезрителей, а те вопросы, которые я вам не успел задать, я их вам передам. Хорошо. А там уже по ходу вашей работы, профессиональной деятельности вы Всё, на них да. ответите. И тут я хочу вас спросить, а вы не хотели бы обратиться к нашим жителям, вот, к арендаторам? А если спросить, как правильно, арендатор или собственник земли? Собственник есть собственник, арендатор есть арендатор. В чем да. разница? Собственник, он владеет, это является земельный участок его собственность, арендатор, у него заключен договор аренды на эту землю. Да. Вот в этом разница. Он арендатор, есть арендодатель, он арендует эту землю. Но если по истечении определенного, если он построил объект на этом земельном участке, то он имеет и перевести в собственность такой земельный участок. Ну, для закона это Для все...
все равны перед законом, собственник, арендатор все равны перед законом. Если нужно платить за землю или арендную плату, все должны платить. Если соблюдать целевое использование земельных участков, независимо, арендатор и собственник, нужно соблюдать. Если участок загрязнен, захламлен, не имеет значения. Санкции принимаются в отношении и собственников, и несобственников земельных участков. Перед законом все равны. Просто иногда наивно или ошибочно собственник земельного участка полагает, что на нем нет никаких обязательств, но они прописаны законом. Они есть. Они четко прописаны и есть. И любой может убедиться, просто подняв и Земельный кодекс Российской Федерации, и Гражданский кодекс Российской Федерации, и даже Конституция Российской Федерации. Муслим, я знаю, что к вам каждый день приходит огромное количество людей. Да, да, да. Как я уже говорил ранее, если вы хотите обратиться к ним здесь, в программе «Актуальная тема», вот на эту камеру, что бы вы хотели им сказать? Вот с таким собственником, арендатором, которые вот так свои земельные участки держат в захламленном виде, несанитарном состоянии и так далее и тому подобное. В первую очередь хотелось обратиться, чтобы землепользователи, собственники, арендаторы соблюдали требования земельного законодательства, действующего законодательства Российской Федерации, чтобы не доводить до крайних мер, как мы уже сказали, до изъятия земельных участков, до наложения, начнем даже до наложения штрафов, вынесения предписаний об устранении нарушения. Не допускать эти нарушения. Если в принципе соблюдать все требования закона, то до этого может и не дойти. И я бы не сказал, что это является чем-то неосуществимым. Это очень просто это все делать. И загрязнение участка, просто содержать в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии свои земельные участки. Это не только, я бы хотел от себя добавить, это не только предписывает закон, но даже сказал бы, это наш менталитет чеченский предписывает такое. Мы всегда, наши люди свое имущество содержали в чистоте и в порядке. И нужно относиться к любому имуществу, не только к дому своему, но даже к пустым участкам, там, другим своим вещам, имуществу, надлежащим образом. И знать, пожалуйста, изучайте законы, знать требования законов, свои обязанности и права. Тогда все у нас будет в порядке, и у нас не будет претензий, скажем так, друг к другу. Да, и... Я надеюсь, вас услышат. Как может быть решена проблема заброшенных, бесхозных земельных участков? Ваше мнение? Тут есть два пути. Не только проблема решена, может быть, органами власти. Мы ее решаем, работу мы проводим постоянно по выявлению заброшенных и бесхозяйных объектов, установлению собственников. Работа проводится постоянно и префектурами районов, и мэрией города Грозного. Но также немаловажное значение тут имеет и добросовестное отношение к своим обязанностям собственников и несобственников земельных участков. В первую очередь это своевременная постановка на учет своих участков. Что имеется в виду? Регистрация земельных участков и кадастровый учет, занесение в действующую систему координат. Когда есть сведения в государственных ресурсах, информационных ресурсах, уже легче такие вопросы решать. Да. И у нас тогда не только, скажем, органы власти должны в этом направлении работать, но и сами же жители должны все это понимать и следить за своим имуществом, регистрировать права на свое имущество, производить кадастровый учет своих земельных участков. Если все это будет выполняться, то количество бесхозных участков, количество заброшенных земель, загрязненных земельных участков у нас пойдет на убыль. А это картина города. Город должен быть чистым, должен быть благоустроен. Если глава наш старается в этом направлении, делает все возможное и невозможное от себя, мы должны помогать в этом и тоже, в свою очередь, внести лепту в эту работу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что Спасибо вам пришли, тоже за приглашение. ответили на наши вопросы, на вопросы наших телезрителей, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо большое.
А на сегодня это все, дорогие друзья. 10 важных вопросов от наших телезрителей. На них получены сегодня ответы. Вы сами все слышали. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник отдела муниципального земельного контроля Комитета имущественных и земельных отношений мэрии города Грозный Муслим Кадыров. И на прощание, дорогие друзья, напоследок, не болейте, будьте здоровы.